Ой, ну вид, конечно, здесь шикарный, друзья, нереально. Эх, погода только вот подвела. Ветрено очень, ветрено. Из-за этого и волны, из-за этого и море холодное, из-за этого и погода холодная. Ну не холодная, вообще показывает 28-27 градусов. Но все равно из-за этого ветра холодно. Когда в море заходишь, вообще капец. Бодрячок, конечно, вот для тех, кто с похмелья, море самое то, освежиться. Поэтому мужики, наверное, и купаются. Альберт'te пивома фото düşürdüm. Фотосессия. Bir tabak пивома. Вы тоже хотите сфоткаться? Қарағдар. Фото түсіре баштадылар, қарап. Қалсарда оқшаналарға фотосессия. Ана мужиктар матур түстілер. Эй, даже фото түше білмей, менің башы біле. Грустный вид ма. Кешірана бармақтарым көтеріп қалай деп фото түштілер. Неестественно. А мен грустный уже, с камерой естественный. Неше, не сен грустный, что ли? Ой. А? Жоқ, ну барбар естественно. Мультяшные шортики. Она даже Ильназға мультяшные шортики ұқсаған. Ссылка берте. Это персонаж да. Какие модные шортики. Всем понравились мультяшные, да? Шуны, эй, Иланы, білхаңыны кимейм, тип. Целую неделю Альберта вы искали, не могли найти. Сейчас сразу находим. Алла қайда көрініп тұра пляжда, блин. Хары футболка. Вот, с зайчиками, с уточками, с кошечками. Вот такой секси шортики. Это плавки. Немешет явно. Немеки, унан алта, былай төштің. Немеки, блин. Тігі бақы даже вообще қарағыдың сек менің әмейдерім загорел. Көсе істемейін мұшал көрсеті өргеніңді. Людям нравится тяп-ляп вообще. Когда вот меня түсірдім, когда я ездил за машиной, всем сказали, что я очень хороший видеограф, видеомейкер. ВКонтакте вообще написали меня. Все написали сказали, тебя. Что я даже лучше тебя снимаю. Эй, ой, Альберт. Одна говорящая голова и ням да хинин стористарында. Ну, оказывается, нравится говорящая голова. Да? Сенен бал есі келе. Понятно. Сенен тәлімден бал есі келе. Мұны олса етке хан, сенен бал есі келе. Представляешь? О, көрдіңіз, торлы балық. Пиву. Мына осылай пиво келелер. Купайся, Дональд Дак. Штанишки Дональд Дак. Кеттік ма? Суды кіргет барамыз? Айда, я сегодня впервые буду купаться. Я до этого вообще не купался. Абсолютно. Потому что холодно. Я вообще мерзну. Вообще капец, как я мерзну. Сейчас разбираюсь с одним изданием. Называется «На земле Салавата». Ну, они себя так называют. Ну, я думаю, «На земле слухов» она называется. Тут года 3-4 назад, да, пишут очень недостоверную информацию. А сейчас заголовком просто, типа, поднимают свои охваты, но заголовок это является частью публикации, поэтому вот я им написал сейчас досудебную претензию. То есть они что написали? Типа, башкирская домохозяйка застукала своего мужа в бане. Они вот так оскорбили, то есть меня, они не имели, что меня даже оскорбили, то, что застукали вот так. А потом уже в статье, когда вы проваливаетесь, идет, типа, это было в шуточной форме, но когда человек видит вот эту публикацию, даже дальше не читает, даже человек думает обо мне очень плохо. Ну, это, грубо говоря, не на земле Салавата, на земле слухов, это желтая пресса. И их игнорировали, но сейчас уже все, пришло время. Сейчас я им говорю, уже написал ВКонтакте, потом им написал в этом, и вот сейчас адвокатом списались, он сказал написать в прокуратуру сайте, напишем, полицию напишем. Вот, после, если этого не хватит, то будет можно судиться, наказывать это издание. Вот. Самое ужасное издание Башкортостана, наверное, поэтому самое ужасное. Есть тоже издания, некоторые пишут, вот, но не так, как они. Вот эти они, то есть они одним из первых начали вот такое, свои охваты поднимать. Посмотрим, что дальше будет. Но теперь уже безнаказанно мы их не оставим, это однозначно. То есть, друзья, мы лежим вот в такой кабинке. Вот с таким видом. Вот у нас тут шезлонги. Вот. Есть холодильник.
Там вот с водой, с пивом, там все это бесплатно. Есть сейф, чтобы заряжать телефон. Ну, главное, тарелки. И можно заказать по QR-коду напитки, еду. Вот, меню, тут, видите, меню есть. Данная кабинка стоит, вот эта первая линия, 150 или 130 евро. Это на наши деньги где-то в районе, если 150, где-то 13 тысяч, да? Пиво со льдом. Пиво у нас FS Мальт привезет. А принес вот такие орешки. Так, это фисташки, миндаль и этот фундук. Еще вот комплимент такой. Отдыхаем хорошо, сегодня волн нету. Уже гидроциклы катаются, яхты видны. Все-таки территория отеля Добедана Достар очень красивая. Вот посмотрите, какой шикарный вид возле бассейна. Это какая красота, да? Это просто нереальная такая картинка. И вот эти два красавца тоже нереальная картинка. И вот, посмотрите, через мостик проходим, и тоже здесь вот бары, да, здесь вот конкурс сейчас только что проходил. И вот тут тоже, видите, бассейн. И вот лежаки возле бассейна. Вообще нереальная картинка. Очень красиво. Прям такая зеленая, цветастая, много цветов, много деревьев, много зелени очень. А в некоторых же отелях вообще очень мало зелени, между прочим. Мало зелени, мало красок, сероватые такие. А этот вообще прям очень яркий, зеленый, разноцветный, красочный отель. Мне очень нравится. Мы пришли в основной ресторан, друзья. Сейчас будем обедать. Насчет еды можете не переживать. Тут очень хорошо кормят. Просто офигительно, на убой кормят. Здесь есть абсолютно все блюда. Территория ресторана просто огромнейшая. Вместимость просто нереальная. Также можно на улице, вот тут на террасе сидеть. Видите, какой шикарным видом. Все чисто, аккуратно. Вот это вот один зал, видите, да? Потом вот тут вот мы вышли только что на террасу, на террасе. Ой, каждый год одно и то же, я вам показываю. У нас даже отель уже не меняется, друзья. Я чувствую, что вам не интересно, конечно же, но а что мне еще снимать? Приходится все показывать. И вот это вот уже основной зал. Смотрите, какой красивый, да? Очень красивый. Это одна часть только основного зала. Вторая часть, сейчас я вам тоже покажу, вторую часть. Блюда я вам показывать не буду, потому что, друзья, здесь готовят абсолютно все блюда. Здесь есть и русская кухня, и местная кухня. Делает день какой-то страны. Вот, допустим, здравствуйте, меня все тут узнают, и не больше. Короче, допустим, итальянская кухня, испанская, французская. Представляете, вот такие вот дни есть. И вот, смотрите, друзья, вот это уже другой зал. Вот. И потом вон там еще тоже есть терраса. Это вот что такое? Это же просто отвал башки, вот что только нету. Это вот какие-то непонятные блюда, да, и непонятные салаты. Просто разнообразие. Вот, посмотрите, вот. Это просто невообразимое разнообразие еды. Даже есть винегреты. Прикиньте, винегреты, русские салаты, оливье есть. Этот вообще Добедан отель, между прочим, да, молодцы, они русскую кухню внедрили для наших туристов. Можно вот русскую кухню покушать. Даже вон шаурму делают. Альберт нашел свою рыбу мечты. Тавритка, наверное? А? Тавритка. Альберт, сейчас. Я взяла какой-то рис, потом индейку и шаурму из печени индейки, прикиньте. Шаурму из печени я еще не пробовала. Это, оказывается, не рис, а булгур какой-то. Да, точно булгур. Вкусно. Это какой-то странный, блин, зелень. Что такое, не знаю. Ну что за ульян? Прикольный такой. Мы поехали с Азалькой тратить деньги мамины, мои. Я бы хотела сказать, мы поехали тратить Альбертины деньги, но нет. Мы будем тратить мои деньги. Короче, в аренду взяли машину. За сколько? Сейчас Ильнас нам расскажет, потому что Альберта мы оставили. Альберт права свои не взял. Ильнас только взял права. Альберт специально, говорю, не взял права, чтобы нас не возить в торговый центр. Но не тут-то было. Ильнас-то взял свои права. Так что мы все-таки все равно поехали шопиться.
Что, тебе не нравится мой костюм? Пижама, что ли? Это не пижама! Все мой костюм обживать пижамой. Илназ даже, блин, күлә. Неме менің пижамадан күләгәт? Модный костюмдан күлгән баласы. Ничего не понимаете в моде. Авыл балалар. Янбыл. Колхозниктар мотала, аңдамайлар достар. Біз колхозник болмағас. В моде-то разбираемся. Мен қазір бүтін үйдің ағыям. Любой тежікті. И нифига гаймайте. Все, как-нибудь вот так будем ехать, дорогие друзья. Онда полиция туктатмай. Самое главное, бушқа паралар. Шуға хоть несі бұғала гей отырға. Давай мен хин алдыма отыртам. Или мен хин мені алдыма отыр. Электик ауылда ошай. Вот давай ошолай. Вот тарахна. Элек ауылда ошайды бір-бірінің үстіне отырып, бір машина улышар кеше үйреніп тағы. Ничего страшного. Сейчас вспомним молодость. Это мы решили сэкономить на мини-войне. Еще альберт отоклала, куда вообще. Это Зара. Шопинг в Турции. Смотри, как женщина посмотрела. Зачем на меня так смотреть? Господи, да, мы не видели Зару, потому что у нас нету Зары. Так, смотри, нет, ты видела, как на дурочку на меня посмотрела? Чего не покупать? Смотри, какие красивые. Нет, такие не покупаешь, Азалья. Ты не носишь. А почему такие малиновые, которые я войны снимаю, почему не носишь их? Нет, я не разрешаю. Ты потому что такие берешь, потом их не носишь. Смотрите, какой комбез, друзья. Мне кажется, в нем жарко будет. 700-900. Вообще другая одежда здесь. Совсем другая. У нас в Маге, я в тот раз только неделю назад была у нас в Маге. Вообще другой ассортимент. Ну почему так? Почему отличается? Красота. Очень красиво. Спина открытая. Опять много каблуки. Я только что сказала про каблуки. Все равно один черт взяла вот такие каблуки. Женственные, что-нибудь бери. Ой, вот эти красивые. Ну, это, блин, Ахмахинблахна. Вот такие женственные что-нибудь возьми. Ой, какие яркие сарафанчики. В Маге не было. Я, короче, решила, друзья, померить вот такое платье. А зря, смотри. Ой, вот такое будет. Да. Итак, друзья, сейчас будет показ мод коллекции летней Зары, друзья. Все обосрали мой вот этот костюмчик. Все сказали, что это костюмчик похож на этого, как там его, на пижаму. Мы сейчас взяли вот такие вот цветастые платьишки, хотим его померить. Ну, короче, сейчас сами все увидите, что тут вообще продают в Заре. Все перемерить мы, конечно же, не сможем. Но что-то я вам покажу. Эска мне не влезла, представляете? Я-то думала, что мне эска лезет. Да нифига подобного. Эска мне не лезет. Вот это платье на мне не налезло. Смотрится офигительно, да? И прям расцветка яркая, красивая, такой сарафанчик, прям летний, фееричный такой вообще. Охренеть! Это вообще капец, бешеная цена. 2300, это сколько будет? 4600. Вот этот вот сарафанчик. Прикиньте, 4600. Ну, он, конечно, красиво смотрится, очень. Да, блин, смотрите, вот нитки торчат, видали? Вот, видите, вот как это в китайском магазине. Внутри, короче, тоже накара не очень-то элегантно. Как будто мешок одела из-под муки там что-нибудь. Не, фасон прикольный, тебе не надо меньше. Нет, это XL. Повернись-ка. Ну нет, передом можешь повернуться? Такой прикольный, так, конечно, фасон. Тебе идет, между прочим. Еще один вариант летних штанишек, друзья. Вот такие вот из льна. Но опять-таки они похожи на пижаму. Эти немножко есть блесточки у него, блестят. Такого цвета. Это лен или что, я не знаю. Длина тоже очень хороший. Материал офигительный, легкий, классный. Не потеешь в них. Вот такой вот пижамный стиль. Но классно. Это 790. Короче, 2000. Азалия, 2000 это сколько будет? 4000 рублей за вот эти вот штаны пижамные. Вообще издеваются, что ли, бля? Они что, с ума посходили, что ли? Какие-то, блин, тупыськие пижамные штаны. Түркменге хаты отыралар, баштары, блин. Неоправданно дорого.
Вы знаете, да, кто такой Джон Гальяно? Я сама не знаю. Но какой-то крутой кутюрье-мутюрье пришел на работу в Зару, да, и все. У них цены сразу взлетели. Какие-то штаны тупойские, 4000. Не было у них таких цен. В этой своей пижаме буду ходить, которую я взяла в икрю. За 2000 рублей. Мама тигань. Стиль. Блин. Тебе сиреневый идет, оказывается, Залюшка. К лицу, все к лицу. Да. Повернись-ка. Блин, классненький. Но не с этими джинсами. Да. Я не знаю. Что-то надо к нему подобрать, когда... Да, очень красиво. Мне нравится. Повернись-ка еще раз продемонстрируй. Очень красиво, так нежно. Тебе идет очень. Поменял 10 тысяч рублей, Ага. лиры. Вот обменник тогда теряешь где-то 1600-1700. Наверное. 360. Ну, полторы. И что делать людям? В долларах привозить? Лучше, мне кажется, да. Да? Короче, привозите в долларах, друзья. Здесь не меняйте. Да, инфляция на вкусу. И с карты на карту переводить там купные аллары. Тоже с карты на карту где-то 2000 теряешь. Ну, а там зависит от суммы. Чем больше сумма, тем больше не идет. Комиссия тем больше. Комиссия тоже дорого надо вкладывать. Лучше сразу у нас переводите свои деньги в доллары и в долларах везите здесь. Больше я в примерочную не пойду, друзья. Там очередь в примерочную вообще просто капец полный. Вот такую я майку нашла, 590. Это Кармен. Испанцы такое носят, испанки. Вот, а чё? Блин, а чё, стрёмно, да? Что-то походило стрёмно. Да, мне не идет, оказывается. Офигеть! Вот это очередь! Сейчас что-нибудь захочешь купить, блин, будешь стоять полдня только в очереди, представляете? H&M. Кстати, H&M здесь 2 этажа. Это мой самый любимый магазин. Вот такие шляпы продаются. Вот такие сумки, обувь. Азалия! Ты тоже эту шляпку одела? Смотри, у нас вкусы одинаковые, Азалия, прикинь, да? Я тоже одела и ходила. Представляешь? Я тоже одела и ходила. Прикольно. Прикинь. Ну-ка. О, блин, классно, Залюшка. Ой, как я обожаю этот H&M. Но в прошлом году мы приезжали сюда и ничего толком не нашли, честно говоря. Не было размеров. А, я же тогда была полная, я забыла, и мне ничего не лезло. Да, точно. Как мне нравятся вот такие вот штанишки, да, но их вот я не знаю, с чем сочетать, друзья. Вот такой, смотрите, в H&M какой прикольненький сарафанчик. Надо померить его, размер посмотреть. Вот такие есть шляпы. Упала шляпа, упала на пол, и шляпы ветром унесло. Мне жаль, эту трусы купить надо в H&M. В H&M хорошие трусы для мужиков продают большого размера. Есть-то. Немende pidžak kiyip alған анда уже. Kiyip алған ервата деловой. Мен шляпа кiyip алған, Бриза пиджак кiyip алған. Вот такой вот выбор прикольненьких летних штанишек. Очень прикольные. Вот эти вот интересные. Вообще в H&M очень прикольные. Смотрите, цена вот такая вот. Ну, нашими деньгами 1600, наверное, где-то. Девчонки, будете в H&M, обязательно посмотрите. Все сарафанчики, офигительные сарафанчики есть. Летние модельки, очень шикарные. Вот такие вот, смотрите. Легкие, прям такие разлетайки. И цвет очень красивый. Это что такое, чебедики, что ли? Это папа. Боже. Это ты. Нет, вот ты. Я белка, что ли? Ты обезьянка. Блин, а что я обезьянка? Это я. Это мы, что ли, все? Да. Вот, опять игрушки возьмем. В H&M вообще суперские штанишки, друзья. Вот такие вот еще штанишки есть. Мне кажется, это ночнушки. Это не платье. Это реально платье. Платье? А что, как выглядит? Нормально. Скажи красиво. Скажи красиво. Тебе цвет, знаешь, как идет резида. Ну, просто такая дура. Ну, девчонки, почему-то будьте, посмотрите, очень много сарафанчиков летних. Выбор просто офигительно бомбический, много выбора на сарафанчиков. Разноцветный, длинный, материал да, хороший.
посуду меня вообще вот это понравилось. Вот такие штаны обязательно берите, это просто бомба. Ох, вообще шикарно. Только в этом коротком нельзя это тебе, как там его, эйлерге. А то весь кутын курны. Если тем более еще брай какой-то белький трусик кихан, вообще нельзя. Поняла, да? Скажи спасибо, что я тебе разрешаю вообще таскать как там, короткие платьишки. Это же вообще капец короткие. Еще бы ты мне не разрешала носить короткую. В смысле? Я могу и запретить, между прочим. Почему? Имею право, я мама. $60 машину берешь на сутки. Можно, допустим, после обеда взять. И на следующий день тоже так же после обеда возвращаешь машину. $60. А такси вот от нашего отеля, где мы ездили сегодня, в один конец только $65. В один конец. В один конец. А туда-сюда 130 выходит. А машина стоит, коробка автомат, сутки $60. Так что берите права. Намного выгоднее так ездить. Да. Хоть уж этим козлы парманно. И у них машины экономичнее. Как кипочки, какие кипочки. Да, а механика, если механика еще дешевле. А что именно? Да, механика коробка там $40-45. Мой Беликосем, ты мой спаситель. Вот, видишь сколько. И балага хамак йогурттар алып келген. Бекі покажи, какие йогурты. Это что такое? Сок. Еще детский сок алып келген меня, прикиньте. Қалақ берейін? Халак бар ма? Бар. Yok mu? Мне, короче, желудок разболелся очень сильно. Я даже на ужин не пошла, не смогла. Қолап yok mu sadece? Блин. У меня в рюкзаке қалақ булырға тиеш Альбер. Қарыза қой. Мына менің. Сонда қалақ үйіртесің. А я мен қалақ үйреттем, потому что мен бал ашайын бет. Это из дома мой қалақчик. Я даже қалақ сабай таскаю. Рахмет. Қатар ашқадан ауыртты. Алма ашмады дейді, тегілер еттілер де. Алманың тышын ашар қайырмай дейді. Алма кислятты. А кислеттер, кислота елен. Какого черта бізге шоколадкаларды біреу күні қалалар? Былтырда бірәрін салалар, ялары. Өткен алларына, елына, 2 года назад, они подволожили. Надо сказать, пускай подвал ложит нам шоколадки. Концепция шла. И чипсы у них сейчас маленькие такие, а раньше вот такая пачка была. Большие И ложили. орешки ложили, алар. А еще? Орешки. Экономит в этом году отель, экономит. Но питание лучше стало. Да? Да, вообще лучше. Ой, питание вообще, конечно, слов нету, друзья. Очень вкусно готовят. Әлі мұның қадар не ұшадым? Неме? Рыбы меш. А неме жеп түшірменің неме ашағаныңды? Блин, мен түсірем, мен телефонды алмағам деген, бұрын бірәңе ердім де. Ну, телефоның бар да, не түшірмені? Түсіріп, там бір ілегіп зашында неге. Ілеген бұғымды. Каждые 4 дня рыбный день. Азалидар, ракаш отыралар. Вообще біріме түшірмейін, Альбия. Я с тобой инан куте, блин. Что ты со мной инен куте? Ну, сторис түшірен бұл әлі. Ну, баш işlemeye мереш, баш. Нет, адамда отыр керек. Показ мод шунда була, Илназ. Иди ана, Риздарген отыр, показ мод була. Альберт имбында кел. Онда біздің көршілер келді, біздің казанский друзья келді, har будет показ мод. Вот, первый лот сланцы. Немеке, ең хәбет сланцың жоқ та. А? Бар. Жоқ ең только сланцың. Бәрекей. Бәлекей тугел. Ол регулируется вообще-то. Сразу уже бәлекей ты. Кейіп те үлгірмей, уже сразу бәлекей ты. Билеша, бұл сені тағам магазинға жібермекші бола. Не могу еще поехать. Гитар ты қара. Ну, тияғында кейінді, екеғында регулировать керегін. Қалайды өп бабаша. Қалайды тұрып, өдіп сығарды, әлі немелер осты білен. Инеме уже баттың, что ли? Бұл уже батты, поход дело. Господи. Бармақларға кесіп болса да керек. Нормально. Ана, нормально. Там еще можно даже дурайтырға. Ну вот шорты я, конечно, сомневалась очень сильно. Немендей шортыңнан көбей бір юқинем. Үйде мені 20 шорты. Бітілі тишік хинің, 20 шортыңдан. 20 шорты. Хинің 5 шортың, 5 елі тишік. Болса 21-ші бола? Айы. Но бұл шикті біл. Вот, надеюсь, хайыр. Сыйды уже. Хаймане! Бар туалетке алып кейіп кел. Хаймаха Илназға подарок. Илназға точно хая. Қайылады ден, ихтимасы. Давай, выходи. Подлый трус. О! Ну-ка. О, вот. Мачо, она көрдің как оценили. Она көтерелі. Бүгін сені қызларың Немеке? Қая? Завиданның бұтын қысқайлары сенікі. Айе.
Мен как раз эштейм, ана хине еберем, кыздар кырына. Ул ярата эсин күрәтү үргә. Ты же его достопримечательность. вообще классно. О, Нур 60-та а не надо ужать, біз 20 кило. Не камераға хинаны барам да каттайм. Анда ушулай деп аттар керек, проход. Проход кестеді, шортигін бар. Ана сылай. Вот красота какая. Мен вообще ратам шундай. Трусы давай. Немеке? Ну, какие трусы, кимейлер, ты что тут? А что такого-то? А что такого-то? Ну шортик истина киде. Ну, Ну партуаль такие трусы, кимейлер. Господи, а что такое, я не пойму. Сегодня будет концерт какой-то Мандинго. Вроде как зовут. Мандуда, короче говоря. Какая-то румынская певица. Оказывается, здесь у нас в отеле очень много румынов. Представляете? Эй, привет! А какие родители? Ясмина, ты меня придешь? Ну, короче, прикиньте, люди даже возле сцены вон столы поставили. Ждут концерт вовсю. Чего грустите? Что за салатовый человек? Салатовый человек, салат. Я с меня там девочку познакомил. Они намеки читают, намеки поговорка, намеки. Ты быстрее читай. Я с ним ты говоришь, а ты как коптер дальше читает. А я с меня урга, потому что ты как китря можешь. Наконец-то концерт башланды, достар. Вообще очень поздно концерты начинаются здесь. Уже спать охота, мы уже на пенсии же, мы пенсионеры. Нам рано охота спать. Кстати, не нам, а мне. Я вообще вот хочу спать. А Альберт может сидеть до утра. Я обычно его оставляю здесь, да, и ухожу домой. Но сегодня я решила дождаться концерта, потому что хотела рассказать вам, что в неделю раз в этом отеле обязательно приезжает какой-нибудь знаменитый артист. Вот эта вот Мандинго, оказывается, какая-то знаменитая румынская певица. И вот она приехала, и чтобы заснять ее, показать вам, я специально осталась. Мне кажется, она это просит под Шакиру. Точно. Даже мотив такой, да? И оделась так же. И виляет попой так же. Точно под Шакиру косит, друзья. Концертная площадка полностью забита. И знаете, даже места продают. Представляете? Ближе к сцене 45 тысяч